Чиновники, которым большинство граждан по сей день привыкло доверять, это представители такой крупной международной организации, как ОГМВ. Этот набор букв никому ничего не говорит, и когда они проводят форумы или конференции в городах России, никто ничего не понимает, а зря. Мы с вами не знаем, что единое государство, единое мировое правительство фактически уже создано. Это Организация Объединенные города и местные власти, ОГМВ. Цель ОГМВ – подчинить все местные власти, мэров и руководителей муниципалитетов единому мировому центру руководства, минуя президентов. В ОГМВ включены уже 240 тысяч городов со всего мира, общей численностью 5 миллиардов человек. Это 70% населения планеты, в том числе и почти 100 городов России. ОГМВ поделила весь глобус на свои отделения. Столицей евразийского отделения является город Казань. Президент евразийского отделения – мэр Казани Ильсур Медшин, а вице-президент и глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев и мэр города Самары Елена Лапушкина. То есть наши мэры вошли в иностранную международную организацию и заняли там значительные посты. В таком случае в чьих интересах работают чиновники? В интересах народа России или в интересах организации ОГМВ, созданной банкирами? У ОГМВ даже есть своя конституция, как у настоящего государства. В таком случае, по какой конституции мы живем? По конституции России или ОГМВ? Например, в конституционных задачах ОГМВ написано, что нужно обеспечивать расовое и гендерное равенство. Под термином «гендерное равенство» сейчас насаждают настоящие извращения. Например, смену пола, беременность мужчин, отмену традиционного родительства. Отменяют даже слова «отец» и «мать», их заменяют словами «родитель 1» и «родитель 2», так как родителями могут быть, например, двое мужчин. А в России приоритетом, наоборот, является защита традиционной семьи. В уставе ОГМВ подчеркивается, что все члены организации обязаны строго проводить конституционные нормы ОГМВ в жизнь, иначе их просто исключат. А раз не исключают, значит они проводят эти нормы. И если госслужащие России подчиняются иностранной организации, не является ли это иноагентством? Не находятся ли они под иностранным влиянием? И почему закон в этом случае запрещает объявлять их иноагентами? Для наших чиновников закон не писан? Имея и подчиняясь единому уставу, как они себя будут вести при получении, скажем так, разнарядок по этой линии? Будут они выполнять? Конечно, не будут. Иначе, извините, это уже немножко другое, да? Вот они так себя и ведут. Знаете, а мы все удивляемся, почему у нас законы не работают? Законы какие не работают? Если они подчиняются другим законам. Местные и региональные власти, союзники в авангарде солидарности, объединяя различные сферы внимания государственного управления, научное сообщество, а также глобальных игроков. Понимаете? То есть это структура, которая через региональные и местные власти фактически берет цель на замену, да, и на то, чтобы подмять под себя функции государства. Это очевидно, да? Также в России активно продвигается проект «Умные города», который курирует американская консалтинговая компания McKinsey. И его не запрещают, несмотря на санкции. По этому проекту все наши города заполонили видеокамеры. Нам объясняют, что это все для безопасности. Но очевидно, сеть камер с распознаванием лиц нужна для того, чтобы ОГМВ и мировая элита могли охватить контролем из единого компьютерного центра весь мир. Так и будет построен новый мировой порядок. Взялись уже из-за детей. Еще один проект ОГМВ – это оцифровка образования. Практически все родители выступают против цифровизации школ, но проект все равно настойчиво лоббируется чиновниками, которые, как мы поняли, служат совсем не народу, а ОГМВ. Когда нету живых учителей, их должен не подменять не электронный контент, миллиарды надо вбухивать не в электронный контент, а в живых учителей, и это можно сделать. Наши дети имеют право на живое образование, даже в глубинках. Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь никакие миллиарды не помогут. И наглядными помогут, на это должна быть направлена политика и понимание того, что электронное обучение – это не обучение. Нет, еще раз, там таких денег нет, чтобы учителей привести в сельские школы, дать им жилье, обеспечить полный комплект квалифицированных учителей в сельских школах. Таких возможностей Максут Игоревич, это нарушение конституционного права на образование. Ну хорошо,